6 случаев, в которых мусульманин может смотреть на постороннюю женщину. Исходя из принципа «необходимость делает дозволенным взгляд», к ситуациям, когда мужчине разрешается смотреть на постороннюю женщину, можно отнести следующее. Первое. Человек, желающий жениться, может смотреть на лицо и руки женщины. Второе. Мужчине разрешено также смотреть на лицо женщины, у которой он что-то покупает или что-то ей продает, чтобы в случае возникновения необходимости можно было узнать ее. Третье. Судья-мужчина может смотреть на лицо женщины, которая выступает в роли свидетеля. Четвертое. Врач-мужчина может смотреть на женщину-пациентку. Например, так же, как врач-мужчина, делающий обрезание, может смотреть во время этой операции на половые органы другого мужчины, так и врач, принимающий женщину, может смотреть на нее при осмотре и диагностировании заболевания, так как Аллах Всевышний повелевает людям только то, что является легким, а не тяжелым для них, говоря в Коране: «Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения». Сура Аль-Бакара, 185 аят. Однако в этих случаях необходимо соблюдать определенные условия. Помимо того, что доктор должен быть специалистом, он еще должен быть богобоязненным и надежным человеком. При проведении осмотра необходимо открывать осматриваемую часть тела пациентки лишь настолько, насколько это необходимо. В этой местности не должно быть доктора-женщины. Осмотр должен осуществляться в присутствии надежного человека, например, мужа, матери или сестры женщины. То есть врач не должен оставаться один на один с пациенткой. Не следует отдавать предпочтение доктору не-мусульманину при наличии врача-мусульманина. Пятое. При спасении утопающей женщины или женщины, оказавшейся в иной чрезвычайной ситуации, на нее можно смотреть и можно к ней прикасаться. Шестое. Также разрешается смотреть на женщину в процессе обучения.